Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 1 марта 2020 года. Выпадает карта звезды, вот она центральная. Остальные карты для 6 знаков выложены, потом будем добавлять. Итак, сегодня день обещает быть очень важным. Этот день может стать поворотным в вашей судьбе, то есть те события, которые будут происходить, те люди, которые будут приходить, они могут вот таким кардинальным образом повлиять на нашу жизнь, на наше сознание, на наши убеждения. Они могут нам дать надежду новую, они могут повлиять так, что поменяются наши убеждения. Может быть, мы захотим поменять наше место жительства, в общем, как-то переменить свою жизнь. Эта карта, она также связана с хорошей репутацией. Если мы беремся за какое-то дело, либо заканчиваем какое-то дело, то вот добрая слава о нас будет. А также может быть доход сразу из многих источников, и довольно-таки внушительная сумма может получиться. Карта также связана с нашими возможностями предвидеть будущее, да, то есть могут быть какие-то моменты, знаки, которые вот могут подсказывать о том, как будут развиваться дальнейшие события в нашей жизни. Также карта связана с воображением. Если вы заняты какой-то творческой работой, то вот здесь вот может быть такое вдохновение, озарение. А если была потеряна надежда, вот это может быть связано с чем угодно, то сегодня вот она может возвращаться. То есть такие события происходят, что надежда вновь, как сказать, надежда вновь приходит в ваше сердце. Хорошая карта для здоровья. Если вы болели, то вот есть возможность исцеления. Если были здоровы, значит просто хорошее здоровье. Но в любом случае нужно обратить внимание на то, что вот говорит жизнь, потому что благодаря вот тому, что сегодня происходит, может быть, какие-то шансы открываются для того, чтобы повернуть совершенно в новое русло ваши отношения, может быть, для того, чтобы какое-то направление в работе избрать, либо открыть финансовые какие-то источники дополнительные. В общем, карта говорит о том, что день очень значимый. Ну и, конечно же, не нужно забывать о досуге, нужно отдыхать, прогуливаться, общаться с близкими людьми. Все это тоже необходимо сегодня. И все будет это успешно и удачно. А теперь для тельцов выпадает карта Клевер. Замечательные новые возможности приходят, особенно со звездами. Да, это не то, что отдаленно какие-то результаты будут, а это вот прямо сегодня может какая-то удача прийти. Это тоже карта надежды у нас, да, то есть получается, как бы у нас либо надежда настолько сильная появляется, что нас это даже удивляет, либо сразу в двух направлениях, допустим, в работе и в делах сразу идет удача. Кроме того, могут быть какие-то ситуации довольно-таки непредвиденные, сложные, и вы в них выходите победителем. Также могут быть подарки, прибыль, вопросы, связанные с внешностью, могут решаться, да, может быть, какие-то покупки будут, может быть, работа над имиджем, стилем и так далее. То есть здесь вот все это удачно. Хорошая карта для здоровья также. Ну, в общем, будет у овнов такое ощущение, что вам преподнесли в этот день какой-то дар, какой-то сюрприз. Тельцы. Для тельцов выпадает карта Дом, тоже замечательная карта. Скорее всего, будет день связан именно со взаимоотношениями, отношения с близкими людьми, либо отношения с родителями, с детьми. Карта также говорит о том, что могут быть очень удачные сделки с недвижимостью. Может быть покупка-продажа, может быть ремонт, в общем, все, что касается дома. Также, если, допустим, вы собирались заняться вопросами безопасности, там, поставить сигнализацию и так далее, это тоже замечательный день для этого. Также карта связана со здоровьем, да, то есть дом символизирует наше тело, то есть здесь здоровье нашего дома, здоровье нашего тела. И если, опять же, была какая-то болезнь, то исцеление возможно. И такое вот исцеление надолго, то есть прочное здоровье может быть в конечном итоге. Также карта связана с какими-то семейными предприятиями. Если вы занимаетесь работой на дому, здесь может быть очень удачно и прибыльно все. И если у вас семейный бизнес, тоже могут приходить хорошие доходы.
Также карта связана с комфортом, с уютом. То есть день может вот располагать к тому, чтобы просто отдохнуть, набраться сил. Для близнецов выпадает карта букет. Очень счастливое время, счастливый день. Скорее всего, будет исполнено какое-то ваше желание. Самое главное, самое заветное, тем более рядом со звездами и с домом, да, то есть, скорее всего, это связано либо с недвижимостью, с отношениями, либо с какими-то давними мечтами, может быть, поездка какая-то в дальние страны или еще что-то очень важное для вас. В общем, здесь исполняется ваше желание. А также карта говорит о том, что у вас будет день тоже очень комфортный, приятный, такое вот общее благополучие. Ощущение счастья, ощущение такой, что началась светлая полоса в вашей жизни. Кроме того, карта исцеления тоже. И душевного, и телесного исцеления. То есть такое общее состояние очень комфортное. Замечательный день. Для раков выпадает карта мыши. И здесь у вас день обещает, что какие-то будут сложности в жизни, которые, конечно же, вот по главной карте разрешатся ко всеобщему удовлетворению. Может быть, кстати, у вас будет такое побуждение к какому-то разрушительному поведению. Либо в разговоре вы можете как-то себя неправильно повести, что может привести к разногласию, к ссоре. Либо, может быть, вы в качестве... В общем, может быть, вы влияете как-то неправильно на свой организм, портите свое здоровье или еще что-то такое вот может быть. То есть будет очень сильное желание заниматься чем-то вредным таким, да, для себя. И поэтому, конечно, нужно настраиваться именно на то, что у вас есть какие-то далекие, высокие планы, цели и мечты, и ради них вы можете вот от чего-то разрушительного отказаться. Кроме того, карта еще говорит о том, что может быть очень много работы, может быть очень много хлопот, такие разные производственные процессы вас затягивают. Также карта раздражения. Может быть вот усталость, либо вы не знаете, как поступить в какой-то ситуации, такая растерянность может прийти. Но в любом случае, смотрите, все будет благополучно. Может быть, это будет день, а вечер у вас будет уже довольно-таки спокойный, умиротворенный, удовлетворенный. Либо вы за свою работу получите достаточно средств, да, будете удовлетворены, либо сможете там помириться, договориться, либо у вас после каких-то невзгод появится настроение и появится надежда, что все будет хорошо. Но в любом случае вот день как бы такой. Сначала день напряжения, да, а потом будет расслабление, удовлетворение. Дальше у нас львы. Для львов выпадает карта сердца. Ну и как бы самое первое значение – это любовь, это какие-то романтические свидания, это может быть страсть или нежность. Также карта сердца часто указывает на щедрость. Да, допустим, либо вы делаете кому-то подарки какие-то, да, либо оказываете помощь, либо для вас вот это все кто-то готов сделать. Также карта говорит о том, что придется заботиться о других людях, возможно, там о детях, о близких. Это карта больших, глубоких чувств. Это карта, когда мы других людей ставим на первое место и только потом уже думаем о себе. Возможно, как раз у наших близких какие-то сложности, и мы пытаемся им помочь, да, выступать таким человеком, который поддержит, который окажет помощь и покровительство. Теперь девы. Для дев выпадает карта медведь. Карта говорит о том, что много вопросов будет связанных с финансами, они будут удачными. А также карта медведя, она очень хорошая для того, чтобы решать какие-то финансовые дела, связанные с государственными учреждениями, банками и так далее. В общем, здесь может быть приток личных средств, могут увеличиваться финансы в бизнесе, если у вас свое дело, решаться вопросы с начальством, с администрацией, может быть, решаются вопросы безопасности, защиты, да, то есть, может, действительно тоже кто-то сигнализацией занимается, либо еще какими-то вопросами.
и здоровьем. То есть если сейчас действительно у вас есть какое-то заболевание, то самое время исцелиться. То есть есть возможность такого коренного поворота к здоровью. И если вы занимаетесь контролем веса, да, для диеты тоже замечательный день. В общем, удачный день для денег и для здоровья. Давайте посмотрим, что ждет остальных знаков. Так, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. Итак, для Весов выпадает карта Рыбы. Очень хорошая возможность для того, чтобы получить денежки, для того, чтобы, может быть, открыть какое-то новое направление финансовое. Рыбы также связаны и с психологией, да, то есть когда мы можем простить обиды, когда мы можем найти какой-то выход из сложной жизненной ситуации, которая нас очень тяготит. Что еще здесь может быть в этот день? Карта Рыбы, также она вот связана с коммерцией, да, с индивидуальным предпринимательством. Здесь вот есть возможность очень хороших доходов от фриланса, от продаж. Если кто-то там импортом, экспортом занимается, тоже замечательное время. Кроме того, вот эта карта независимости, да, если у вас были какие-то сложные отношения, когда либо вас партнер подавлял, либо были какие-то сложные взаимоотношения в коллективе на работе, либо у вас время не хватало на то, чтобы отдохнуть, в общем, любая рода зависимость, в том числе и от вредных привычек, вот здесь есть вопросы выходить из этого состояния. То есть замечательный день для того, чтобы освободиться от чего-то. Также карта говорит о том, что если у вас запланировано какое-то мероприятие, когда вы рискуете, вот 50 на 50, карта говорит о том, что вам обязательно повезет сегодня. А теперь скорпионы. Скорпионам выпадает карта Лилия, и она говорит о том, что будете вы очень сегодня довольны, спокойны, вы будете жить в мире и согласии со всеми и с собой, да, то есть если были какие-то ссоры, то примирение возможно. Ну, эта карта очень хорошая для завершения какого-то большого проекта. То есть здесь хорошо выполненная задача, вот завершение, которое радует, которое вызывает там восторг, уважение со стороны других людей, почет. Эта карта также связана с властью, да, может быть для кого-то повышение, предложение о повышении, либо может быть просто вы как-то себя проявите так, что вот будут на вас обращать внимание и будут оказывать вам почтение, знаки уважения и так далее. Может быть, даже для кого-то будет предложение заняться политикой, допустим, да, либо занять какой-то высокий пост в государственном учреждении. В общем, вопросы власти будут проигрываться. Единственное предупреждение – самим вот эту власть не использовать во вред кому-то, да, то есть только во благо. А также еще эта карта говорит о том, что мы можем принять какое-то мудрое решение, скорее всего, будет какая-то сложная ситуация, когда это потребуется, и вот нужно такую зрелость проявить, мудрость. Также карта связана с хорошим профессиональным опытом, когда мы вот настолько владеем своей профессией, что вот являемся гуру, да, вот в этой области, и к нам обращаются как к человеку, который может решить любой вопрос в этой области. То есть как бы такая вершина опыта профессионального. Ну и также полное такое спокойствие внутреннее, ощущение того, что вот все сделано правильно. Замечательный день у скорпионов. У стрельцов выпадает карта Всадник,
новые события, новые люди приходят в жизнь, могут приходить какие-то новости, новости и известия. Карта, связанная с бумагами, с документами, подписанием договоров, поездками, может быть, по этому поводу, либо вот любые поездки, связанные с общением, тоже это все будет очень удачно у стрельцов. Кроме того, это карта перемен. Если вы решили поменять что-либо в своей жизни, в своих делах, в своем окружении, это вот карта как раз, которая говорит о том, что будут у вас на это силы, возможности и способности. Карта связана с транспортом, она предупреждает о том, чтобы слишком быстро мы не двигались, да, не передвигались. И кроме того, может быть, если вопросы решаются с покупкой, продажей и ремонтом транспорта, здесь вот тоже благоприятный день для этого. Но в любом случае это карта быстроты. Если приходит какая-то возможность, какой-то шанс, нужно прямо быстро реагировать и быстро решать. Для козерогов выпадает карта птицы. Карта говорит о том, что будет день полный общения, полный бесед, обмен мнениями, телефонные звонки, встречи, переговоры, какие-то, в общем, общественные дела, общественные связи. Также, если это день для личных отношений важный, то здесь может быть свидание, здесь может быть вот между близкими людьми какие-то доверительные беседы. Карта, которая говорит о том, что могут собираться друзья, делиться друг с другом своими мыслями и так далее. Да? То есть карта, кстати, связана и с распродажами, с коммерцией, да? Когда вот мы можем что-то купить дешевле гораздо, то, что нам нужно, но за меньшие деньги. А теперь карта Водолея. Выпадает карта Луна. И Водолеем, конечно же, сегодня будет хотеться сосредоточиться на чувствах, на эмоциях. Может быть, будет у кого-то романтическая какая-то встреча или просто желание такой встречи романтической. В общем, здесь у нас включается такое вот воображение. Кроме того, день может быть полон соблазнов каких-то вот связанных, кстати, с отношениями. И здесь вот может быть как бы опасность, да, вот нужно обращать внимание на это, вовремя останавливаться, вовремя замечать за собой то, что мы чувствуем. Также карта связана с творчеством, с искусством. Может быть, кто-то из водолеев будет сегодня посещать какие-то мероприятия, вот, связанные с этой темой. Также карта репутации, то есть нужно быть очень осторожным с поступками, потому что может пострадать репутация. Тем более здесь у нас Луна только растет, да, то есть как мы сейчас поступим, такая репутация у нас будет и дальше. Карта связана с интуицией, то есть если какой-то важный вопрос вы решаете, слушайте себя. И даже карта тоже такого вот предвидения, когда мы можем предугадывать то, что с нами будет, да, то есть тоже вот можно пользоваться этой способностью. Для рыб выпадает карта Змея. Карта говорит о том, что, скорее всего, будут трудности, может быть, даже какие-то разочарования, и, может быть, кто-то захочет вами манипулировать в этот день. Карты говорят о том, что нужно уметь постоять за себя, вовремя среагировать. Также, если, допустим, вами манипулируют, то вот здесь нужно как бы хитрость такую проявлять. Также может быть ревность в отношениях, может быть даже ложь, обман со стороны людей близких, либо может быть в работе тоже какое-то либо мошенничество, либо вот за вашей спиной что-то может затеваться. Но в любом случае здесь вот какие-то непредсказуемые могут быть события, и нужно быть к этому готовым правильно, чтобы отреагировать. И карта агрессии, да, карта может, вернее, агрессия может проявляться как по отношению к вам, так и вы можете тоже проявлять агрессию. Это может быть оправдано, может быть неоправданно. Если оправдано, когда вы защищаетесь, то это все хорошо и правильно, а если же это неоправданно, да, то есть под действием просто эмоций, то тогда, тем более у нас рядом Луна, да, то тогда это, конечно, может обернуться проблемами. Поэтому за собой, конечно, нужно следить, но в любом случае у нас карта дня звезды, и если в сочетании с этой картой
то обязательно все будет на вашу, к вашей пользе, все обязательно наладится. И вот для того, чтобы легче себя контролировать, можно ориентироваться как раз на ваши мечты, планы, на ваши желания в будущем, да, это позволит вам правильно себя вести, мудро, и обращать внимание на знаки, да, которые заранее будут вам предсказывать, как будут развиваться события. То есть не нужно ждать, когда ситуация просто ударит. Да, нужно постараться это все предвидеть, тем более это возможно. Друзья, желаю замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.